Республика будет и дальше развивать региональную противопожарную службу. Так, до конца года в Коми появится 13 новых пожарных депо. Об этом во время рабочей поездки в Усть-Куломский район заявил Вячеслав Гайзер. В муниципалитете руководителю региона показали сразу несколько строящихся объектов, в том числе и новую пожарную часть в селе Усть-Нем. Репортаж Татьяны Выборовой. Пожарный пост в селе Усть-Нем открыли только в конце декабря. Но бравая бригада уже успела доказать свою значимость. Огнеборцы дважды выезжали на пожары и еще один раз на ДТП. Ближайшая от Усть-Нема пожарная часть располагается в Югдяге. Это в 15 километрах отсюда. Впрочем, каждый год в период весеннего паводка Усть-Нем оказывается отрезанным от большой земли. А значит, случись что, рассчитывать на помощь пожарных не приходится. Теперь же все изменилось. Усть-Нема, вместе с ним и еще 3 населенных пункта под надежной защитой своей команды огнеборцев. Это значит, 1500 человек могут спать спокойно. Пожарный пост поднимали своими силами и в очень сжатые сроки. Еще в конце июля на этом месте было пустое поле. Теперь же современное теплое здание, построенное из сборно-каркасных конструкций. Приступили где-то конец июля. Объем работы состоял в том, что самое главное это было залить цемент, это пол, это все сюда залито было порядка 30 тонн цемента. Месили все, в основном вручную, не бетономешалками большими, маленькими, да. Работали 6 человек. 6 человек – это и есть весь штат пожарной бригады. Им в помощь 2 цистерны. Кстати, летом в пожароопасный период огнеборцы будут прикрывать 8 населенных пунктов. В этом году в Усть-Куломском районе откроют еще один пост в селе Озьяк. Всего же в планах на этот год 13 пожарных частей по всей республике. Озьяк здесь у нас по Краткоровскому району 2 подразделения, Усть-Цильме 3 подразделения, Заречье у нас остался, в Торецко-Печорском районе есть подразделение, и в Усинском районе это Мутный материк и Устюса. Да, то есть остались как раз самые дальние подразделения. В этом году концепция развития противопожарной службы заканчивается. За 5 лет действия программы в Коми открылось 96 пожарных частей и постов. Впрочем, заверил Вячеслав Гайзер, служба будет развиваться и дальше. Необходимо все время предусматривать новые технические возможности. Да? Необходимо дальше развивать систему добровольных пожарных обществ в республике. А это тоже требует участия республики, требует участия муниципалитетов. И поэтому в этом смысле, конечно, программа будет продолжена. А то, что базовые, так сказать, посты, отделения и так далее, в этом году будут закончены их создание. Так мы и договаривались, и в этот срок мы все это, соответственно, реализуем. В Усть-Неме уже в этом году готовятся отпраздновать еще одно новоселье, на этот раз в школе. Старое здание в деревянном исполнении давно устарело, к тому же построили его на болоте. И теперь в учебном заведении жуткий холод. Я, например, человек, выросший тут, и на сегодняшний день чувствуешь себя, как будто ты ненужный элемент, потому что школа-то такая, идешь на работу, радуешься, дети счастливые, ты счастливая, а когда, извините меня, голова мерзнет и ноги мерзнут, и нос у тебя как у Деда Мороза, поэтому, естественно, мы очень рады, мы все рады безумно. Школа обойдется республике в 191 миллион рублей. Еще 42 миллиона добавил муниципалитет. Сегодня здание готово на четверть. Там идут монтажные работы. Строители заверили Вячеслава Гайзера. День знаний ребята встретят в новом помещении. Школа рассчитана на 198 детей. Сюда планируют возить и учеников из близлежащих поселков. Губернатор поручил министру образования обеспечить Усть-Нем школьным автобусом. Еще одна образовательная гордость района – новый детский сад в селе Усть-Кулом. Он рассчитан на 120 мест и открылся буквально 3 месяца назад. В районе существенно уменьшилась очередь в дошкольные учреждения. По крайней мере, дети от 3 лет теперь устроены все. Новый сад можно смело назвать уникальным. Такого технического оснащения нет даже в городах. Он оснащен всем необходимым оборудованием. Ни в одном садике в нашем районе, во-первых, нет чтобы было в каждой группе интерактивное оборудование. Помимо этого, в 4 группах этого детского сада, то есть средних, старших группах, у нас есть комплекты
ноутбуков, которые оснащены специальными переносными тележками. То есть они переносятся в то место, где они должны использоваться на данный момент. В Усть-Куломском районе Вячеслав Гайзер провел сразу 3 встречи с общественниками. Члены местного отделения движения Коми-Войтер предложили главе свою помощь в сборе наказов от населения, которые могли бы войти в программу развития республики. Руководитель региона поблагодарил за инициативу. Эти наказы, вообще вот система, что ли, да, наказов жителей республики в отношении власти любого уровня, это абсолютно оправданный и абсолютно, я считаю, эффективный способ как раз выработки тех решений, которые и должны становиться основой наших программ. Во-первых, эти наказы получить, отработать, обсудить всем на всех площадках, да, и на всех возможных уровнях, и после этого уже принимать решение, каким образом должна выглядеть программа по решению той или иной проблемы. На встречах звучало много предложений о строительстве, к примеру, районного центра коми-культуры и стрелкового комплекса в поселке Тимшер. Жители муниципалитета спрашивали и о дорогах. Губернатор заявил, в этом году республика направит на Усть-Куломское направление 600 миллионов рублей. Татьяна Выборова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.